Уважаемые читатели, Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых имени Макарима Тухватшина подготовила вашему вниманию виртуальную книжную выставку ко Дню города «С днем рождения, любимый город». История Уфы начинается в период палеолита. В средние века на современной территории существовал населенный пункт городище Уфа-2. В 1574 году отрядом стрельцов под предводительством воеводы Ивана Нагова была возведена одноименная крепость. В 1586 году получен статус города и административного центра. А с 1708 года населенный пункт оказался в составе Казанской губернии. Позже был утвержден генеральный план, определивший застройку территории на протяжении всего XIX века. Здесь появились цеха, заводы и фабрики. С 1870 года налажено судоходство по реке Белой. Вскоре была запущена в эксплуатацию Самара-Златоустовская железная дорога, которая способствовала процветанию Уфы. В период Второй мировой войны здесь располагались эвакуированные предприятия. Герб Уфы представлен в виде французского щита. На серебряном фоне изображена бегущая по зеленой земле куница. Животное имеет натурально коричневый бурый цвет, куница обращена в левую сторону от зрителя. На рисунке можно увидеть декоративные элементы, мелкие фигурки, они символизируют траву. Герб обрамлен венком из золотых дубовых ветвей, листьев и желуди, поверх которого наложена лента. Вверху на ней расположена надпись 1574. Флаг Уфы выполнен в виде прямоугольного полотнища. Он состоит из двух горизонтальных полос, верхней белого цвета и нижней зеленого. Первая содержит в центре куницу натурального коричнево-бурого цвета. 12 июня в честь основания крепости Уфа будет отмечаться День города, и в связи с этим Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых подготовила виртуальную книжную выставку «С днем рождения, любимый город». В пособии по истории города Уфоведения описан весь период с древнейших времен, а в нем содержатся материалы исторических документов, термины, даты и фотоматериалы музея археологии и этнографии. Издание может быть использовано для изучения истории родного края. Издано в двух вариантах: по Брайлю в 3 книгах в 2011 году и на CD-диске в 2016 году. Елена Ефимова в своей книге «Город на Белой» знакомит нас с основными событиями и становлением города, с его жителями, их бытом, заботами и радостями. Книга издана по Брайлю в 2 книгах в 2014 году и будет полезна широкому кругу читателей, которые интересуются историческим прошлым Уфы. Также на выставке представлены сборники в плоскопечатном варианте «Уфа. Страницы истории», где содержатся сведения об истории Уфы и Уфимского края и отражают весь период истории со дня основания города и до наших дней. Сборники были напечатаны в 2 вариантах – издательством «Китаб» и издательством «Инеш». В журнале «Азбука Уфы» при участии педагогов Российской академии наук использованы стихи, фотографии и другие материалы. Издательство «Урал-Азия», город Уфа, 2013 год. В книге Сергея Синенко «Следы во времени» содержатся очерки о знаменитых уфимцах, деятелях культуры, искусства и науки. Книга адресуется широкому кругу читателей, интересующихся культурой и наукой родного края. Издана в 2004 году в городе Уфа. Книга автора Юрия Узикова «Исторические памятники Уфы», представлены исторические памятники и памятные места столицы Башкортостана. Автор приглашает читателей в путешествие по улицам города, рассказывает о памятниках и исторических событиях, связанных с ними. Книга рассчитана на широкий круг читателей, которые интересуются историей родного края. Книга издана издательством «Китаб» в 1999 году в городе Уфа в 2 вариантах – плоскопечатном и по Брайлю. В книге «Старая Уфа» Ирины Нигматуллиной на основе анализа архивных документов и материалов научно-справочной библиотеки Национального архива Республики Башкортостан показана история развития Уфы от небольшого поселения до крупного центра, когда и кем основана Уфа, каким был первый герб города, какие мечети и церкви строили, как назывались первые уфимские улицы.
На эти и многие другие вопросы читатель найдет ответ в этой занимательной книге. Увлекательные рассказы сопровождаются фотоиллюстрациями из уникальной коллекции Аполлония Зираха. Книга рассчитана на широкий круг читателей, издана издательством «Китаб» в 2004 году в городе Уфа. В книге краткое описание губернского города публикуется анонимная рукопись, которая содержит краткое описание Уфы с XVI до начала XIX века, а также интересные и уникальные сведения по истории города. Книга предназначена для историков, краеведов и студентов. В книге «500 вопросов и ответов об Уфе» вы сможете узнать об истории города, его строительстве, памятниках, культуре и искусстве, религии и о многом другом. Книга рассчитана на широкий круг читателей и издана в издательстве «Панорама Башкортостана» в 2008 году. Сегодня уфимцам есть чем гордиться, богатой многовековой историей и красотой своего родного края и города. Столица республики с каждым годом преображается, приобретая все новые и новые черты, становится современнее, красивее и уютнее. Спасибо за внимание.